Гребеновой Галине Петровне, блогер, общественный деятель. Просьба, кто еще его подписи не поставил, вот здесь вот столик стоит с левой стороны, подходите, ставьте подписи. Добрый день. Я тоже хочу поздравить с праздником, с Днем Республики. Солнечной Хакасии, как всегда говорили, пока что солнечной. Я очень надеюсь, что все, кто здесь присутствует, солидарны с нами, что разделяет наше стремление отстоять свою родную землю. Наша земля небольшая, она всего 61 тысяч квадратных метров. И 20% составляют степи. Что такое 20%? Это очень мало. Республика маленькая. В данный момент у нас работает в республике 9 разрезов. Этого достаточно для такой маленькой земли. Но почему-то решили, что можно еще сюда толкать, пихать, топтать, я не знаю. Выдали еще 17 лицензий. Итого получается 20 с лишним лицензий на 20% степи. Это на каждый разрез по 1%. А что же остается нам, жителям Хакасии? Я хотела бы сказать про село Аршаново. В данный момент село Аршаново еще есть на карте. Но пройдет 5-8 лет, и этого села не будет. Не будет, его сотрут с лица земли. Не спашут, не сгорят, там ничего не будет. Просто жители сами уедут. Вода уходит, нарушается водный баланс, который находится глубоко в земле. Вот эти воронки, которые они оставляют после этих взрывов, в которые стекает вода, она стекает со всей округи. В Аршаново в колодцах нет воды. Посадили огороды, а поливать нечем. Буквально несколько лет, я повторюсь, и деревни не будет. Очередь за Шалгиновым. То же самое ждет и Шалгинова. Майорыкский разрез начал работать с благословения, похоже, нашего правительства. Я не буду утверждать, но я считаю, что именно так. Поскольку у них нет документов, на право работы здесь. Кроме лицензии, которая выдается на основании 4 документов. Заявление, учредительские документы, госпошлина и лицензия готова. У Майорыкского разреза нет технической документации, нет согласований ни одних с разрешительными органами, но они работают. И вот те деньги, которые они отчисляют республике, это такая мелочь по сравнению с тем, что они оставят после себя. Те отвалы, которые остаются сейчас, они утверждают, что они разрабатываются, рекультивируются, и что-то там еще с ними можно делать. Посмотрите, под Черногорским эти отвалы уже 70 лет лежат. Кто-то их разрабатывает? Да нет же, никогда не будет. То же самое будет в Бейском районе. Это Кайбальская степь. Я почему сказала, что 20% степи? В том числе и Кайбальская степь. Это Кайбальская степь, это степь, которая хранит множество исторических событий, хранит множество интересных археологических, историко-археологических памятников. После нашего выступления приехали археологи сейчас и проводят изыскательские работы. Разрез, конечно, посчитал что-то лишнее. На нашей территории, вот на Бейском районе, есть Саяно-Шушенская ГЭС. От промышленных взрывов Саяно-Шушенская ГЭС получает микротрещины. Никто не обследует сейчас эту ГЭС. Почему? Потому что это очень дорого. Проще выкопать и увезти и потеряться. Я бы хотела требовать, чтобы Майорыкский разрез провел какие-то работы по изучению вот то, что они творят в Саяно-Шушенской ГЭС. Это же будет просто катастрофа. Просто катастрофа. Я сейчас хочу зачитать слова одного ученого, который
также всю жизнь боролся за землю. Мы не унаследовали землю у своих родителей, а взяли ее взаймы у своих детей. Так давайте же будем отстаивать свою землю. Спасибо.